Юнусбек Евкуров в ходе совещания с представителями силового блока Ингушетии отметил устойчивое снижение уровня преступности в регионе и поблагодарил руководство силовых ведомств за слаженную работу, благодаря которой Ингушетия вошла в тройку самых безопасных регионов России. В частности, количество преступлений в минувшем году на 100 тысяч населения составило в республике 334, а в 2016 году 380. Как отметил Юнусбек Евкуров, по России этот показатель выше в 4 раза, по СКФО в 2 раза. По уровню снижения преступности Ингушетия уже традиционно занимает ведущие позиции среди регионов страны. Властям республики в значительной степени удалось улучшить криминогенную обстановку, ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в регионе, заявил руководитель субъекта. По мнению главы региона, стремление к сохранению стабильности в республике основывается на принципах единения общества, всеобщего согласия независимо от национальности, политических взглядов и вероисповедания. Глава региона отметил, что большинство случаев нарушения закона в регионе носит бытовой характер. Еще раз хочу выразить благодарность, сказать спасибо и коллективно тоже передать. Ну и пользуясь случаем, там у нас майские праздники пошли на высоком организационном уровне, и все вместе в усиленном режиме отработали, и на постах все отработали, и в целом профилактические мероприятия провели. Ну и, как я говорил, те преступления, которые были там бытового характера, они были максимально в короткие сроки раскрыты. По уровню снижения преступности мы уже, там, республика традиционно занимает ведущие позиции среди регионов страны. И это все стало благодаря, возможно, в первую очередь, работе органов правопорядка. Здесь, конечно, огромный пласт работы за Министерством внутренних дел, в части касающейся общих видов преступлений, Дмитрий Богданович. И то, что уже и Генеральная прокуратура, и другие надзирающие органы подтверждают факт и отсутствие или минимальное сокрытие преступлений, и факт роста раскрываемости. Ну и мы это тоже видим. Да. Даже любые праздники проходят, мероприятия проходят, и почти все преступления, они там уже в процентном соотношении быстро раскрываются по горячим следам и экономических, там, и коррупционного направления, особенно там экстремизма и терроризма. Здесь, конечно, большой объем работы и Федеральной службы безопасности, и в целом все структуры, и прокуратура, и Следственный комитет, и Совет безопасности, в том числе, и муниципальные образования в целом, власти республики. Все работаем над тем, чтобы закрепить вот эти ведущие позиции по безопасности.